В майском наслеге летние дни выдались насыщенными. Так в эти дни в Амге православные якутской епархии Амгинского прихода и якутское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры организовали паломническую экспедицию, посвященную 200-летию Амгинской Преображенской церкви. В ходе мероприятий были установлены поклонные кресты и памятные доски в местах утраченных церквей. По данным историков-краеведов, в 1908 году было 3 действующих прихода, а в 1911 – 4. Экспедиция прошла по маршруту Оломкёле, Покровка, Амга и село Абага. В этом году на нашей земле Амгинской 2 очень значимых события происходят. Прошел эссе Халанхо, а в этом году, в 2024-м, исполняется 200 лет второй Амгинской церкви Преображенской, и поэтому с этой целью была организована паломническая экспедиция. Вчера был первый день, мы дошли до очень крайней точки, дорога была тяжелая, но очень важная, это был практически крестный путь. Оломкёль, на месте утраченной церкви Оломкёльской поставили крест, поклонный крест. Сегодня мы присутствуем в часовне великомученицы Варвары, потому что здесь второй день экспедиции, встречаем гостей, селян, амгинцев. Сейчас подъедут через несколько минут члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры для того, чтобы совершить молебен в честь Петра Павла. Сегодня тоже праздничный день. А дальше отправимся в местность Аллах, где находилась церковь Балагурская, Васильевская. На этом же месте установим поклонный крест. А вообще вера на Амгинскую землю пришла более 200 лет назад, и в наши тяжелые времена она укрепляет, она вселяет надежду, поэтому я думаю, что событие очень важное для всех нас. Отец Павел выехал сегодня из Амги, то есть из Якутска, это наш настоятель. Завтра он присоединится к нашей экспедиции. В Амге будет молебен, будет божественная литургия. Далее путь проложится в Абагу и еще на место, которое находится, то есть на место утраченной церкви. Балагурская церковь стоит на берегу реки Амга, напротив Чикыра-2. Вот такой у нас маршрут. Крещенных людей, конечно, очень много, около 2000, а прихожан, активных членов, можно сказать так, 30, которые постоянно собираются. Вот сейчас они молятся в часовне великомученицы Варвары. Работаем мы постоянно. Отец Павел к нам приезжает по мере возможности. Мы собираемся каждое воскресенье. Когда тепло, собираемся у себя в часовне. Когда прохладно, нас радушно встречает Амгинская межпоселенческая библиотека. В часовне святой Варвары Великомученицы прошло праздничное мероприятие ко Дню святых апостолов Петра и Павла. Солнце будет шибко греть, сердце успокоится. Ой, Лида, сердце успокоится. Ой, Лида, сердце успокоится. В организации данного мероприятия активно помогает якутское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Так они уже который год совместно с администрацией УЛУСа ведут работы по охране объектов культурного наследия Амги. Инициаторами экспедиции, которую сейчас мы проводим, являются городское отделение Общества охраны памятников России в лице Высоких Андрея Анатольевича и Дьяконова Александра Васильевича, которым помогают энтузиасты, краеведы из Амгинского УЛУСа в лице Доброскокиной Алены Валерьевны и под руководством заместителя главы Амгинского района Илларионовны Нюргяны Ивановны. Непосредственно мы, как управление, принимаем участие, поскольку данная миссия, данная экспертиза призвана осуществить работу по сохранению нашего культурного и исторического наследия. Мероприятие посвящено 200-летию Балагурской церкви, и в мероприятие входит проведение таких работ, как установка поклонных крестов. Сегодня состоялась встреча с главой Амгинского УЛУСа Степаном Николаевичем, и уже мы говорим о том, что как продолжить эти работы.
До этого мы очень тесно сотрудничали с Амгинским районом. В частности, в прошлом году мы совместно провели работу по восстановлению местности Сагалцыгы. Сейчас уже речь идет о осуществлении этой экспедиции, ну и защита сакральных священных мест, связанных с историей Амгинского улуса. Со всеми нашими предложениями Степан Николаевич согласен, и осенью еще раз встретимся, чтобы продолжить начатую нами работу. В местности Аллах, где раньше работала Балугурская Николаевская церковь, участники экспедиции установили поклонный крест и памятную табличку. Сейчас хочу я вот немножко рассказать о Аллахской Николаевской церкви. Но она была, оказывается, до начала 1866 года. Здесь была основная часовня. А потом в 1884 году здесь открылась епископом якутским и вилюйским Яковом. Часовня была освящена. И здесь, оказывается, работал Заборовский Иван священником. И в 1907 году здесь была открыта школа, Аллахская Балугурская церковно-приходская школа. И здесь работал Иван Заборовский, вел закон Божий, и также работал учителем Кирилл Петрович Захаров. Он родом был из Батурусского улуса тоже, сейчас Чараптинский улус. Как раз отец Веры Кирилловны Захаровой, знаменитой летчицы, вот Кирилл Петрович Захаров. В 1930 году здесь уже образовался Майнский наслег и территория вот Третьего Балугурского наслега. Раньше вот территория вот Аллахская, Аллах, она была территорией Третьего Балугурского наслега. Ну вот сейчас Майский наслег. На сегодняшний день на территории Амгинского района действует 3 часовни, где проходят богослужения, отмечаются значимые церковные даты. Прихожане всеми силами помогают и поддерживают проводимые мероприятия. Силами заинтересованных людей, которые болеют за общее дело, за воспитание молодежи, за сохранение традиций. И это очень благое дело, я думаю. И сегодня вот вчера поставили в Оломкеле, где старая церковь была, крест памятный. И еще в Абаге планируется. И у нас в местности Аллах, где у нас церковь была старая. Ну, такие возобновления традиций, христианства, веры, это очень хорошее дело для нашей молодежи, для будущих поколений. И вот я в 1997 году в Амге имел честь построить часовню в честь 325-летия начала землепашества в Амгинском районе. И нынче вот планируем с помощью наших спонсоров, известных спонсоров Лорпа, начата подготовка материалов для утепления, чтобы эта часовня, она крещенная как церковь, чтобы она в зимнее время тоже функционировала, чтобы там службы проводились для людей. И нынче вот должны утеплить и провести туда тепло. Я думаю, все это сделаем мы. И нам тут очень много желающих помочь людей, это радует. По итогам экспедиции установлены поклонные кресты, где верующие смогли отдать дань памяти утраченным церквям. Также в Амге в часовне святого благоверного Александра Невского прошел молебен и божественная литургия.
Помимо этого, покровчане вносят свой вклад в помощь бойцам СВО. Так, с июня месяца они плетут маскировочные сети. Жительница села Покровка Ольга Петрова является активной общественницей села. По ее инициативе проводились работы по строительству детской площадки. А с началом военной операции Ольга Валерьевна приложила все усилия для помощи нашим бойцам. Да, я вообще общественная работа, наверное, это мой конек. Я люблю заниматься общественной работой. Допустим, люблю, когда, наверное, люди от моей работы получают пользу какую-то. Вот я занималась детской площадкой до СВО. А потом, когда СВО началось, и уже считаю то, что сейчас, да, не время пока этим делом заниматься. Сейчас нужнее помогать ребятам. Сейчас под ее руководством жительницы села плетут маскировочные сети. В июне покровчанки отправили в зону СВО 15 сетей. Помимо этого, семья Петровых недавно отправила в помощь автомашину УАЗ. С супругом решили, и у нас сын добровольцем ушел. И у них в батальоне нет машины, вообще в батальоне, не только в ихнем расчете. Ну вот мы решили отправить машину. Сначала я хотела поменять на рэбы, спрашивала везде у волонтеров, можно ли машину поменять на рэп. Все молчат, и мы ее решили отремонтировать и отправили. Так, мы начали плести в середине июня, когда республиканский Сехаланхо начался. Я попросила мастер-класс у Марины Викторовны Кулевой. Она мне дала мастер-класс, в общем, и я приехала, и за 3 вечера, пока Исех шел, мы сплели 10 сетей. Я позвала девочек и научила их, и уже себе домой берут все сети, и все плетем. Кто по домам, кто ко мне приходит. Меня научила моя мама, Ольга Валерьевна. Она сама плетет тоже сеть. Она научила всех, кто тоже плетет. Смотрела, как мама плела, и тоже повторяла за ней. Перед тем, как начать заниматься плетением сетей, Ольга Валерьевна взяла мастер-класс у активной общественницы организации «Амарах-Сюрях» Марины Кулевой. Марина Викторовна учит всех желающих технике плетения, и ей в этом помогает вся семья. Я решила начать сразу во дворе вязать у себя. И вот мы до Аланхо связали 10 сетей, отправили уже на фронт. И после Аланхода продолжили работу. Вот уже 5-ю сеть довязываем. Новые нарезки пришли. Ко мне приходили с Самарсуна мамы, участников СВО. Я их обучала сетям. Они потом тоже 10 сетей сплели с Покровки. В данное время во всех наслегах района активно идут работы по плетению маскировочных сетей.